Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це пан Геннадій Дубов, політичний аналітик, кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права. Пане Геннадію, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый день. Пане Геннадий, я бы хотела начать наш эфир со следующих новостей. Освобождение временно оккупированного Мелитополя Запорожской области может быть следующим важным этапом деоккупации юга Украины. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Они пишут следующее. Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополе вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины. Издание отмечает, что СУ используют в частности высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины. А по вашим наблюдениям, как сейчас и куда может двигаться фронт? Чего ожидать этой зимой? Именно направление Мелитополя, Бердянска в том числе, оно выглядит на сегодня наиболее логичным, в силу того, что после того, как вооруженные силы Украины заняли Херсон, российские войска окопались за Днепром. Это преграда, естественно, труднопреодолимая. То есть думаю, что наше военное руководство, безусловно, не пойдет на то, чтобы ложить тысячами людей форсируя реку, а при этом, чтобы не форсировать реку и нанести поражение на Южном фронте войскам России, направление Мелитополя-Бердянска выглядит наиболее логичным и наиболее правильным, просто с точки зрения рельефа. Как об этом упоминало и военное руководство, и господин Арестович говорил о том, что степь, она сопутствует, скажем так, возможностям для наступательных действий. И в этом смысле, чтобы не лезть, грубо говоря, через реку, через степь, мы можем действительно попробовать добиться военных успехов. И что отрадно, те же прогнозы по украинскому наступлению как на Харьковском направлении, так и на Херсонском направлении, по крайней мере, на протяжении предыдущих 4 месяцев оправдывались. И в этой связи мы надеемся тоже на то, что мы как минимум выйдем на административные границы Запорожской и Херсонской области, возможно, уже в начале следующего года. То есть российским оккупантам, в принципе, удерживать Херсонскую область и южную часть материковой Украины как в военно-техническом, так и в логистическом плане сложно? Безусловно, но и не так, чтобы просто и нам атаковать. Поскольку мы видим риторику, которая идет из Кремля, они считают, что территория Запорожской и Херсонской областей являются с территорией уже РФ после так называемых референдумов, точно так же, как они неправомерно считают аналогично по Крыму. И в этой связи, наверное, на легкую прогулку рассчитывать не приходится, и о том, что они будут отползать прямо на полуостров или еще, конечно, для нас лучше было бы на территорию свою признанную, не приходится. То есть Путин, когда в последнее время заявлял про результаты так называемой СВО, прямо говорил о том, что достижением, которое он сравнивал с достижениями Петра I, является то, что якобы Азовское море стало внутренним морем РФ. И очевидно, что атаки на Мелитополь, на Бердянск, они, скажем так, противоречат его видению этой ситуации. И если украинским вооруженным силам удастся добиться результатов на этом направлении, это, по сути, возможно, что решающий удар, решающим ударом, вероятно, будет Крым все-таки, но такой предрешающий удар нанесет по, в принципе, видению ситуации военной, поскольку на сегодня Путин не признает никаких ошибок в плане начала СВО. Более того, он говорил о том, что хорошо бы ее начать было бы раньше, поскольку мы поверили. Ну, риторику публичную мы в этом смысле знаем, но так или иначе, уже в российском обществе на сегодняшний день и раньше, то есть если вначале можно было бы кормить население Российской Федерации вот этими историями про денацификацию и демилитаризацию, то сегодня уже цели совершенно другие публично заявляются, и уже даже в рамках этих целей объяснить смысл жертв, смысл страданий экономических и просто человеческих будет невозможно. В этой связи... А насколько эта риторика... Да. Да, да. А насколько вот эта риторика, по вашим наблюдениям, трансформировалась? Из чего во что?
Ну, смотрите, мы начинали с чего? Начинали с того, что денацификация, демилитаризация, блицкриг — это уже, наверное, наше слово, они его не употребляли прямо, но речь шла о том, что были надежды, в том числе на внутреннюю, на пятую колонну, которая не получилась в итоге на территории Украины, даже среди сил, которые считались прямо пророссийскими в нашем дискурсе. Далее, вот чем дальше мы идем по временному отрезку, тем меньше мы услышим от официальных лиц, даже на уровне Пескова, про вот впервые заявленные цели. То есть сегодня они прямо фактически утверждают о том, что целью СВО, так называемой, является территориальная экспансия. Как минимум, в дополнение к Донецкой и Луганской областям они присовокупили Запорожскую и Херсонскую, чего не звучало вначале. И таким образом сегодня якобы они обороняют уже свою конституционную территорию, которая, безусловно, в международном праве и в этом измерении является территорией Украины. И они из атакующей позиции, где они пытались заставить Украину пойти на уступки, прежде всего в ограничении вооружения, обязательств не вступать в НАТО и прочему, они сегодня трансформировали это якобы в оборонную тактику, где они обороняют 5 территориальных субъектов Украины, которые они якобы присоединили к себе. Но они, видите, в своей пропаганде говорят о том, что они здесь воюют не с Украиной, а с НАТО. Правда, насколько я понимаю, НАТО не в курсе. Ну да, если послушать действующих лиц и должностных лиц НАТО, то мы не можем вспомнить ни одного заявления, которое было бы от того, что войска НАТО не будут ввязываться в эту войну. Да, ну, мы не можем не признать, что НАТО помогает и существенно помогает нам вооружениями, системами артиллерийскими. Будем надеяться, что и ракетное вооружение большей дальности и авиация рано или поздно появится в этом противостоянии, или сам риск появления такого плана вооружений сможет остановить войну и как бы принудить российские войска покинуть территорию Украины. Так или иначе, да, вопрос войны с НАТО заключается в том, что в рамках пропагандистских изречений их невозможно объяснить, почему украинская армия теснит армию, которую называли второй армией мира. Поскольку все предыдущие периоды их риторики заключались в том, что якобы украинскую армию бьют шахтеры, рабочие, там, крестьяне, которые восстали на Донбассе против, там, ну, понимаем, как бы, да, следующий поток мысли. А тут оказалось, что и контрактников, и мобилизированных, и ЧВКшников совершенно спокойно как бы украинская армия оттесняет, бьет, и здесь уже они в плену своей же пропаганды могут объяснить это только вмешательством якобы НАТО, каким-то супероружием, ну и хотя вроде как бы снова-таки по их пропаганде аналогов нет у ряда их образцов оружия, которые на сегодня на поле боя мы не видим и, скорее всего, не увидим, поскольку бумажные войска в Российской Федерации, судя по всему, намного более сильнее физических войск. А пане Геннадию, вот, кстати, по поводу пропаганды, помогите мне. Я в информационном плане воюю с российскими пропагандистами на территории Турецкой Республики в своих социальных сетях, в которых я на турецком пишу о российско-украинской войне, и, естественно, там на меня налетают, скажем так, армия ботов российских, различных купленных экспертов, а, к сожалению, в Турции там есть представители российской пропаганды, есть там филиалы пропагандистских СМИ, которые постоянно атакуют украинский дискурс и пытаются вот дискредитировать Украину в глазах всего тюркского мира и в том числе Турецкой Республики. И вот когда мы там пишем об успехах украинской армии на фронте, там пропагандисты и обычные люди, которые, к сожалению, подвержены этой пропаганде, говорят, что ну вот просто посмотрите на карту, какая большая там Россия и какая маленькая Украина, и неужели вы думаете, что если бы там у Путина не было какого-то там крутого плана, он бы там не захватил Украину за 3 дня. Наверняка это какой-то тактический уход, наверняка там какой-то хитроумный есть план там у Путина и так далее, и так далее. Вот что бы вы ответили вот этим людям, которые верят вот этому российскому нарративу? Ну, если, опять же, давайте
можно играть в их же логику. Если они говорят, какая большая Россия, насколько больше бюджет, насколько больше населения, и при Мгм. этом же признают, что они воюют с НАТО. Давайте посмотрим, сколько у НАТО населения, сколько у НАТО бюджета, сколько у НАТО самолетов, кораблей военных, пушек и прочего. То есть в этом случае можно словить их вот ровно на этом моменте. Если вы считаете, что можно измерять количественно Украину и Россию, то давайте померяем Россию и НАТО и посмотрим, чем это все для вас может закончиться и насколько вы можете продвигаться по территории Украины, имея потенциал в разы ниже, нежели у всех стран НАТО. Мгм. Думаю, что ответить им будет непросто. Но они будут говорить, безусловно, про ядерное оружие, про то, что вот если НАТО вмешается, тогда у нас есть последний козырь, второй арсенал или первый, там, как считать, ядерный арсенал в мире. Но тогда им тоже можно задать вопрос, так НАТО таки воюет или не воюет? И почему уже практически год, если оно таки не воюет, и вы не применяете ядерное оружие, потому что оно не воюет, судя по всему, почему в этом случае вы отступаете на сегодняшний день? Почему в этом Мгм. случае вы ушли из-под Киева, из Харьковской области? Почему вы оставили Херсон, который рассказывая херсонцам по ходу, что Россия здесь навсегда и прочее? Почему по вашей территории также прилетает что-то, ну, неизвестно что? Если у вас наиболее, с ваших же слов, продвинутое средство противовоздушной обороны, С-400, тоже аналогов нет, и все в мире хотят его купить. Ну, хотя на самом деле комплекс неплохой, но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что и российское население на сегодняшний день почувствовало свою уязвимость. В этом плане можно вспомнить, что в начале сентября генерал Залужный и генерал Забродский писали программную статью, опубликована она на Укринформе, где как раз и говорили о том, что ключом к окончанию войны является осознание простым российским населением всех тягот и лишений и осознание опасности и риска. Все киевляне и многие украинцы своими глазами, своими ушами видели и слышали, что такое ракетные обстрелы, что такое удары, что такое работа градов в непосредственной близости от тебя. И мы относимся к этому иначе, нежели рядовой российский обыватель, который узнает что-либо по новостям. Так или иначе, принимает участие там сотни тысяч людей со стороны России. В России порядка 150 миллионов населения, но то есть несоизмеримые величины в плане личного восприятия, личной эмпатии. Да, у кого-то гибнут родственники, но так или иначе это не влияет на общественное сознание глобально, поскольку так или иначе федеральные каналы на сегодняшний день являются монопольным источником информации для обывателя российского. И Мгм. поскольку действия украинской армии в том числе не могут даже по сознанию, не обязательно бить по гражданским объектам, как делают это россияне. Можно просто демонстрировать риски и возможности, порождать реальный страх у каждого человека. Потому что война – это действительно страшно. Война по телевизору и война за окном – это две совершенно большие разницы в плане внутреннего восприятия. И вот в этой всей связи, когда какая-то критическая масса россиян почувствует действительно, вот что такое война не по телевизору, а в реальности, когда война будет угрожать их домам, дай бог у мирных жителей все будет хорошо, так точно так же, как у украинских, но само это осознание должно рано или поздно привести к тому, что это все закончится. А какова вероятность того, что эта война может перейти на территорию самой России? Но так или иначе мы видим, что ну, не без того, что что-то происходит на территории России. Мгм. Наше военно-политическое руководство правильно делает, что не подтверждает. Мы тоже не можем твердо быть уверены в том, что там на аэродроме в Энгельсе или в Белгородской области, в Курской области, в ряде других областей взрывы и поражение военных объектов было делом рук украинских вооруженных сил. Ну, так или иначе это происходит. Взрываются нефтебазы. Какие-то ролики есть с пролетом вертолетов. Это еще, мне кажется, летние события. То есть Мгм. что-то происходит. И сегодня говорить о том, что война не касается территории России, наверное, до конца нельзя. Но масштаб, безусловно, иной. Поскольку мы понимаем, что на сегодняшний день порядка 20% территории Украины оккупированы, и 100% территории Украины находится в ежедневном риске получения соответствующих подарков, в кавычках, с неба. В этой связи масштаб, конечно, несопоставим, однако определенные шаги в направлении того, чтобы это осознание, про которое я говорил выше, пришло, судя по всему, предпринимаются. И со временем, возможно, и наш ВПК, в частности, сможет представить некие такие образцы вооружений, которые
хотя бы потенциально будут угрожать территории России, и дай бог, чтобы эта потенциальная возможность, скажем так, породила некие сомнения, которые привели бы к правильным выводам о преступности, о неправильности этой войны и необходимости ее скорейшего окончания. Это может вызывать опасения у наших западных партнеров, когда те принимают решение о предоставлении нам вооружения с немаленьким радиусом поражения? Ну, на сегодняшний день можно говорить о том, что этот фактор он актуален, он имеет место с самого начала войны полномасштабной. И действительно, ракеты «Атакамс» и ряд других средств, которые можно условно назвать длинной рукой, которые способны были бы поражать на дальность более 100 километров военные объекты, нам партнеры их, к сожалению, не дают. Но все же сегодня мы видим определенное движение, в том смысле, что в начале противостояния, когда мы просили закрыть небо, нам не особо как бы отвечали на эти просьбы. Сегодня речь идет уже о поставках таких словацких МиГ-29, речь идет про уже фактически поставленные и обещанные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Этого всего весной и летом не было, Мгм. поэтому динамика некая существует. И успехи украинских вооруженных сил являются наилучшим аргументом для западных политиков в плане расширения военно-технической помощи нашим вооруженным силам. Мгм. Ну вот к помощи западных партнеров мы еще обязательно вернемся. Есть несколько вопросов, которые я бы хотела с вами обсудить, но прежде вот какой вопрос. Вы сказали выше про ракетные удары, которые осуществляет сегодня Россия с неба, и 100% территории Украины, к сожалению, находится под этой угрозой. И вот только на этих днях мы видели очередную атаку БПЛА «Шахедов» на Киев, на Киевскую область. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что из выпущенных 13 «Шахедов» наши ПВО сбили 13 «Шахедов», но тем не менее, очевидно, Россия продолжает использовать эти иранские БПЛА для атак, в том числе и на энергетическую инфраструктуру нашей страны. Давайте обсудим Иран. Вот в чем его выгода страны, которая сегодня является чуть ли не основным военным союзником США, хотя они официально все-таки это не подтверждают, но де-факто они становятся соучастниками российских преступлений на территории Украины. В чем их выгода? Чего добивается Иран? Ну, мы можем только предполагать в этом смысле, и можем также, посмотрев историю сотрудничества России и Ирана, началось все как минимум в Сирии, вероятно, что и намного раньше, мы можем утверждать следующее, что да, у Ирана в силу его изоляции уже многолетней, в силу того, что его, по сути, исключили из мировых торговых цепочек, появилось как бы желание играть полностью в свою игру, не подчиняясь международным правилам. Тем, что сделал Путин 24 февраля, он, по сути, просто вступил в клуб, где уже находился Иран, находилась Корейская Народно-Демократическая Республика, и в силу этих причин, поскольку они, по сути, оказываются в одинаковой ситуации, их союз является естественным. Это первое. То есть, так или иначе, по сути, Иран помощью Российской Федерации, он расширяет возможности, расширяет свой мир, грубо говоря. То есть, если остальной мир был для него закрыт, санкции были наложены в соответствии в том числе с решениями Организации Объединенных Наций, толком в открытую торговать он ни с кем не мог. Здесь появляется немаленький такой партнер, в том числе торговый, с которым можно кооперироваться по военно-технической линии, по производству, по даже, насколько я слышал, что вплоть до того, что туристы российские им рекомендуют на Новый год посетить курорты Ирана, да? Мгм. Чего раньше тоже представить было себе, скажем так, непросто. И, то есть, похожее тянется к похожему в этом случае, это во-первых. Во-вторых, у России есть технологии, в которых нуждается Иран. Это и ядерные технологии, это и технологии ракетостроительства тоже. Если Иран сегодня серьезных успехов достиг в плане баллистических ракет и в плане беспилотных летательных аппаратов, то, к примеру, своих средств противовоздушной обороны он не производит. И давно ходят разговоры про С-400 пресловутое, которое Российская Федерация то обещает, то отказывается от поставок в Тегеран, ну и так далее. То есть здесь, в принципе, в чем-то они, к сожалению, для нас дополняют друг друга. У России слабая история с БПЛА, у России запасы ракет так или иначе истощаются,
Тут Иран подставляет плечо, и сегодня эксперты только гадают, чем же Путин заплатит. Думаю, вряд ли будет речь идти про там условно наличные доллары, евро, рубли или юани. Будет идти речь про некий обмен, который также Иран воспринимает как фактор своей безопасности. К примеру, первое, что в голову приходит, это, наверное, комплексы противовоздушной обороны и Мгм. противоракетной обороны типа С-400 и, возможно, некоторые другие. И я так понимаю, какие-то возможные программы по разработке ядерного вооружения. Ну, у Ирана и без России, в принципе, с этим вроде как бы все в порядке. Работают центрифуги, которые обогащают уран после того, как была расторгнута ядерная сделка. Ну и в целом Иран является изгоем как среди государств Ближнего Востока, так и в целом в мире. Поэтому, думаю, что ядерную бомбу, условно говоря, Путин вряд ли просто как бы принесет и отдаст. Это, Мгм. наверное, на сегодняшний день не очень актуальная информация, но так или иначе, вопросы ядерной энергетики, да, вот Росатом– это одна из немногих успешных корпораций, которая существует в Российской Федерации, которая технологичная, и исключать, что по этой линии будет сотрудничество, невозможно. И думаю, что весь мир, прежде всего Израиль, Соединенные Штаты Америки, очень напряжены в этом отношении. А эти взаимоотношения Ирана и России носят политический какой-то характер? Как вы думаете, к примеру, возможное какое-то косвенное противостояние Ирана против США? Ну, так или иначе, да, логика Путина заключается в построении альтернативного, якобы справедливого мира, и Иран, по сути, сегодня, насколько я помню, он включен, или процедуры запущены по Шанхайской организации сотрудничества, по другим альтернативным мировым форматам, и Иран, думаю, что эту ситуацию воспринимает как возможность открыть для себя более широкие связи в мире в целом, поскольку да, мы знаем, что Иран, несмотря на эмбарго, торговал своей нефтью, в частности, с Китайской Народной Республикой, но в этом случае присоединение к пулу государств, допущенных, так сказать, до сотрудничества, которым безразличны санкции вторичные, в том числе и прежде всего Мгм. Штатов, для них это просто выгодно, они делают свой глобус шире. Мгм. Еще про одного диктатора и еще про одно тоталитарное государство тогда в этом контексте стоит упомянуть. Это Беларусь. Совсем недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал привести в полную боевую готовность свою армию, и Министерство обороны Беларуси сразу же принялось выполнять этот приказ. Далее были различные сообщения о том, что Беларусь перекидывает войска ближе к украинским границам. Однако вчера глава Госпогранслужбы Украины сообщил о том, что пока вот каких-то угрожающих действий на границе Беларуси и Украины не наблюдается. Конечно же, мы активно за этим следим, сказал Демченко, но пока никаких угроз нет. Как вы думаете, додавит ли Путин Лукашенко в вопросе официального вступления его в войну против Украины? Я исхожу из того, что он уже додавил, и если бы этого не случилось, то 24 февраля с территории Беларуси не было бы захода войск, не было бы на протяжении всех этих месяцев пусков ракет с той же территории Беларуси. Поэтому Беларусь на сегодняшний день я не могу воспринимать как независимое государство, как государство в принципе. Оно обладает всеми признаками вассала, протектората, ну, тут можно играть в терминологию, но вопрос, думаю, что можно поставить иначе. Не Путин давит Лукашенко, а воспринимать фактор белорусского народа, белорусских вооруженных сил в том числе, которые, как это ни парадоксально, состоят из белорусов. Вот если бы не фактор белорусского народа, который иначе воспринимает действительность, нежели россияне в большинстве своем, думаю, что вооруженные силы этого государства или квазигосударства уже бы вступили в противостояние с украинскими вооруженными силами. Но вот этот фактор, мне кажется, он сдерживает, поскольку получить нелояльных, там пусть 20-30 тысяч военнослужащих в условиях, когда необходимо атаковать на укрепленные позиции. Мы понимаем, что вся граница с Белоруссией так или иначе находится уже в состоянии более готовом, чем это было в феврале. Взорваны мосты, заминированы поля и немотивированные солдаты народа, который не является вражеским,
белорусским по отношению к Украине, который хоть и был под влиянием пропаганды, но она носила иной характер. Там Лукашенко больше старался играть в директора колхоза и говорить о неких там социально-бытовых вопросах, нежели о конфронтации и с НАТО, и с Украиной, ну и так далее. Поэтому думаю, что в пользу того, что белорусские вооруженные силы не будут втянуты в это противостояние, при том, что государство фактически, предоставив свою территорию, вступило в войну, говорит то, что вот именно вот ментальные моменты в целом белорусов, не белорусского государства, не Лукашенко, не его чиновников, не его офицеров, а именно в целом состояние сознания всего народа. Ну и плюс, если так анализировать, как мне представляется, возможно, я ошибаюсь, вы меня поправите, но вот попытка снова наступать с севера на Украину, на Киевскую область, да, на Черниговскую и так далее, она закончится однозначно с фиаско, потому что такого эффекта неожиданности, который был 9 месяцев назад, его уже не будет. И складывается такое впечатление, что в принципе все, что происходит сегодня на территории Беларуси, да, вот эти сообщения о том, что там свозится еще больше и больше российской техники, якобы та движется на границу с Украиной, это все отвлекающий такой маневр от попытки прорваться в Донецком направлении российских оккупантов. Да, ну так или иначе этот фактор присутствует, и он действительно оттягивает силы вооруженных. То есть мы можем представить себе, вот если бы мы были уверены на 100% в том, что с Беларуси не будет наступления, то 1000 километров границы фактически мы могли бы снять все силы и использовать их на более горячих участках нашего фронта, а силы мы держим там существенно. Точно, безусловно, я не знаю, но так или иначе очевидно, что военное руководство предпринимает определенные меры в плане там, удержания резервов, минирования и подготовки к возможному наступлению. То есть сам по себе этот риск, он создает действительно неудобства, создает, оттягивает силы и его используют. И вероятно, что это использование в плане оттяжки украинских сил является основной целью вот всех этих движений, учений, перемещений и прочего. То есть мы сегодня понимаем, ну, вот, понимаете, даже, например, вот в Беларуси базируются на сегодняшний день истребители МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Каждое поднятие в воздух такого истребителя означает полную воздушную тревогу на всей территории Украины. Много где останавливается транспорт, школьники вместо того, чтобы слушать учителя, идут в бомбоубежище, ну и так далее. То есть сам по себе взлет одного истребителя, он определенным образом несет вред всей территории Украины, ее экономике, ее людям и так далее. То есть и они этот фактор постоянно пытаются использовать, эксплуатировать, и как бы что-то у них получается. Будет ли в этой связи полномасштабное наступление? Ну, опять же, риск такой существует, безусловно, и им нельзя пренебрегать. И да, мы должны держать там силы. А, кстати, вот по поводу ударов и по поводу ракет. Эти ракеты же должны когда-то закончиться, нет? Ну, это, к сожалению, для нас возобновляемый ресурс для Российской Федерации, и наши военные говорят о том, что часть ракет, которые били по энергетической инфраструктуре, выпущены уже летом этого года. То есть, так или иначе, в этом смысле Россия в более выгодном положении находится, поскольку военно-промышленный комплекс какой-никакой, но существует. У них Уралвагонзавод, который выпускает бронированную технику, якобы работает в 4 смены. Предприятия, которые выпускают ракеты, действительно, хоть и с ограниченными возможностями в плане количества, поскольку электроники Россия особо не производит, и там чуть ли не из стиральных машин вынуждена микросхемы отковыривать эти все, но это производство продолжается, и это производство недосягаемо для нас в плане ударов по цехам, по заводам и так далее. То есть в этой связи, да, нужно учитывать, тут нельзя не признавать то, что так или иначе теоретически ракеты не закончатся никогда. Вопрос в том, смогут ли они позволить себе тратить по 100 и более ракет на один удар, и сколько таких ударов возможно. Вот из того, что я слышал у наших военных, и то, что есть в открытых источниках наших средств массовой информации, утверждается, что запас еще на 3-4 полномасштабных ракетных удара присутствует. Это, к сожалению,
сожалению, немало. И тут мы можем только усиливать наши средства противовоздушной обороны и рассчитывать на них. Сегодня, как показали ранние удары, вот последние, да, по энергетическим объектам со стороны России с применением шахедов, Мгм. ПВО может и стопроцентный результат давать, и будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться. Кстати, если я не ошибаюсь, Франция приняла решение передать нам несколько систем противовоздушной обороны. Также недавно стало известно, что Германия согласилась передавать Украине леопарды. Недавно советник главы Офиса президента Подоляк сообщил о том, что уже почти принято решение по предоставлению нам патриотов, и, возможно, в скором времени мы их увидим. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что на сегодняшний день мы можем только надеяться. Поводов для такой полномасштабной радости пока нет, поскольку мы Мгм. понимаем, что ряд вооружений, нам вот обещания, нам они нужны вчера, грубо говоря, да. Да. Есть и бюджеты, и заявления на тему предоставления вооружений, которые находятся только в производстве. То есть из того, что говорят по патриотам, я не могу сделать однозначный вывод о том, что их будут поставлять из наличия, то есть из того, что уже физически существует. Иногда получается так, что нам обещают, но обещают произвести и потом передать. Речь в плане таких сложных систем может идти не даже про месяцы, а про годы. И тут нужно подождать официальных заявлений прежде всего американских властей, поскольку именно они являются производителем этой системы противовоздушной-противоракетной обороны. И ну, в целом, безусловно, даже намеки на это нужно приветствовать, но так или иначе рассчитывать пока на то, что есть. Пане Геннадию, а разделяете ли вы ту помощь, которую предоставляет нам Европейский Союз, и ту помощь, которую предоставляют нам Соединенные Штаты Америки и Великобритания? Ну, безусловно, поскольку я думаю, что Штаты на порядок, то есть в 10 раз больше предоставили и финансов, и вооружений, поскольку все, безусловно, относительно. У Штатов бюджет военный порядка там, 8 сотен миллиардов долларов. Э, По их меркам это не так и много, там речь идет про 2-3%, 4, может быть, от всего того, что они тратят на свои вооруженные силы в год. Мгм. Однако для нашей войны эта помощь критична. Ну, к примеру, вот такое государство, как Латвия, она на помощь Украине потратила от 40 до 60% своего военного бюджета. Однако, ну, масштабы мы понимаем, да, 1,5 миллиона или 2-миллионная Латвия и Соединенные Штаты Америки, они, еще раз повторюсь, ну, просто как бы не в относительных, а в абсолютных числах предоставляют ну, на порядок больше, чем все остальные. Поэтому их заслуга, их роль в том, что в наших военных успехах, безусловно, первым является героизм наших воинов, но на второе место мы справедливо можем поставить помощь американцам. Мгм. А если мы говорим про разные там, заявления, которые звучат в том числе Соединенных Штатов Америки, да, где вот многие аналитики говорят о том, что якобы там ориентировано на такое медленное экономическое удушение России, чем на такой быстрый развал в связи с опасениями того, что делать там с фрагментированной Россией, у кого там в руках будет ядерное оружие и так далее. И поэтому вот на каком-то этапе все же они попытаются повлиять на Украину в вопросе там начала переговорного процесса. Или же это вот реально исключительно российский нарратив? Вот вы такие опасения у вас есть или же нет? Э, Думаю, что доля правды определенная в этом есть. И действительно, думаю, что Штаты не заинтересованы, чтобы появилось там 7 десятков разных государств, часть из которых владеет ядерным оружием, которые пребывают в состоянии перманентного конфликта между собой. Но есть такой момент еще, что у нас воспринимают военную победу как капитуляцию, условно говоря, как 8 мая 1945 года, когда подписали полную безоговорочную капитуляцию нацистские генералы, и, соответственно, вся территория Германии была оккупирована, потом денацифицирована, и в итоге стала цивилизованным государством. Победа в войне не всегда достигается полной капитуляцией противника. Победа в войне может быть достигнута нанесением неприятных
неприемлемых потерь. То есть есть момент неприемлемости потерь в физическом, в экономическом, в социальном, в ментальном, даже в культурном отношении, которое может вынудить государство-агрессора капитулировать. Капитулировать в нашем случае, например, отводя свои войска за границы 91 года. Поэтому тут, условно говоря, зрады такой большой я не вижу, поскольку думаю, что и Украина не заинтересована в тотальной войне против России, против всего НАТО в реальности, поскольку это, возможно, действительно несет все риски полного коллапса всей Земли, поскольку мы понимаем, что ядерный арсенал, кто бы что ни говорил, но он присутствует, существует, несмотря на то, что испытаний действительно давно не проводилось, но их не проводил никто среди участников договора о нераспространении с определенного момента. То есть этот фактор, безусловно, нужно учитывать. То есть и для того, чтобы защитить Украину, Штаты действительно эти риски для себя не готовы порождать. Однако это не означает, что они будут склонять Украину для того, чтобы мы делали какие-либо территориальные уступки. Это, как юрист, могу сказать вам, это физически невозможно в силу того, что любые изменения территории Украины, они юридически требуют утверждения на всеукраинском референдуме. И представить себе, что любые подобные соглашения будут восприняты украинским народом так, чтобы он это решение принял в порядке плебисцита, я не могу никак примерно. Поэтому и Штаты и говорят о том, что именно Украина должна решать, как, когда и на каких условиях война закончится. А относительно большинства республиканцев в Палате представителей США, как вы думаете, это может как-то повлиять на финансовую помощь Украине, которая предоставляется со стороны Америки? Вы наверняка видели это заявление 30 республиканцев о том, что нужно прекращать. Я, честно говоря, думаю, что это скорее была предвыборная риторика, притом предвыборная риторика не части, не партии в целом, а отдельных представителей, которые на этом пытались играть в том смысле, что вот посмотрите, демократы отдают кучу денег не вам, а кому-то непонятно за что. Но сегодня она смягчается, даже несмотря на то, что еще вновь избранная Палата представителей не вступила в силу в новом составе, на сегодня уже мы подвинули смыслы в часть не предоставления помощи, а аудита уже предоставленной помощи. И аудит здесь, я не вижу большой проблемы в этом, поскольку можно же будет, результаты его могут быть разными, поскольку очень часто, вот, к примеру, там выделяют 20 миллиардов долларов бюджета, и далеко не все идет непосредственно в Украину. Что-то тратится на пополнение запасов, что-то отдается союзникам для замещения вооружения. То есть результатом аудита мы можем предположить, может быть может быть не снижение помощи непосредственно Украине, а ее увеличение в пользу просто перераспределения логики расходов, которые выделяет Конгресс. Поэтому тут ожидания могут быть, нужно смотреть на реальные действия, безусловно, но причин для беспокойства таких острых, прямых я не вижу. Теперь относительно Европейского Союза. Совсем недавно депутаты Европейского парламента одобрили регламент, который позволяет перечислить пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение. Парламент принял по так называемой срочной процедуре, предложенное Советом ЕС, изменения в регламенте макрофинансовой помощи, плюс позволяющий 26 государствам-членам выступать гарантами займа как альтернативы бюджета Европейского Союза. Долгосрочный займ, который предоставляется на льготных условиях, но при условии проведения реформ будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем. Это, насколько я понимаю, беспрецедентный пакет поддержки, который с начала войны предложен и уже утвержден со стороны Европейского Союза. И чуть ли это все не сорвалось из-за одной позиции Венгрии, которая отказывалась предоставлять эту макрофинансовую помощь и, более того, ее ветировала. Но это не остановило 26 государств Европейского Союза все же принять это решение. Как долго, на ваш взгляд, Венгрия будет подыгрывать России, будучи страной, членом Североатлантического альянса, с которой планирует и готовится воевать Россия, если слушать их пропагандистские медиа?
Думаю, что пока во главе этого государства будет такой человек, как Орбан, это будет продолжаться, но сегодня мы не должны тоже воспринимать это как некую такую, что-то такое остро плохое. Венгрия торгуется за свои интересы прежде всего. И снятие вето тоже было обусловлено разморозкой финансирования со стороны ЕС самой Венгрии, которая также ограничивается по ресурсам в связи с рядом решений, которые принимают ее власти. В этой связи вопрос вот этих 8 миллиардов евро на сегодня это вопрос промежуточного финансирования, поскольку мы понимаем, что сегодня более половины бюджета украинского мы собираем из кредитов, грантов и вот такого плана помощи. Нам необходимо от 3 до 5 миллиардов евро или долларов для того, чтобы просто сводить наш кошторис, да, как украинскую мову кажут. Так. И тут вопрос, думаю, что позиция Венгрии, она сугубо такая вот в неплохом даже смысле слова националистична, поскольку они пытаются продавать свой голос, свое право вето, по сути, за бенефиты самой себе. И в этой связи уже давно, и недавно Шольц, Foreign Affairs, опубликовал программную статью, где прямо обозначил, что по ряду вопросов в Европейском Союзе э, необходимо, чтобы не консенсусом решение принималось, а принималось большинством. Об этом давно ходят разговоры, поскольку не может быть так, чтобы Германия и Люксембург, или Венгрия, или Литва, к примеру, имели одинаковый вес в принятии решений в силу просто разности экономичного потенциала и тех расходов, которые то или иное государство несет на обеспечение общих целей. Мгм. Поэтому думаю, что момент вот этого вето Венгрии закончится ровно тогда, когда будет отреформирован Европейский Союз. Это выглядит неизбежным, но сложно прогнозируемо по срокам. Это будет следующий год или, может быть, попозже, но так или иначе к этому придем. Ну, по-вашему, такая позиция и такое поведение Венгрии, она обусловлена исключительно экономическими взаимоотношениями и факторами с самим Европейским Союзом, или же здесь можем говорить о возможном влиянии России на правительство Орбана? Думаю, что все-таки речь идет про свою игру, поскольку я вот в Будапеште крайний раз в году 2015 меня удивило, что прямо по городу весь был завешен бордами. Я не до конца не понимаю венгерский язык, но я четко видел фамилию Сорос, видел фотографию этого человека и предположил, что речь шла про такую антисоросовскую кампанию. А Мгм. Сорос это так или иначе ассоциация с американцами, с Да. так называемым либеральным миром, либеральными ценностями. Орбан себя позиционирует как консерватор, и поэтому думаю, что Путин для него в этом смысле чисто ситуативный союзник. Он понимает, что не имея общих границ с этим государством, не имея возможности иначе, чем там через газонефтепроводы получать что-либо оттуда, а это снова-таки не напрямую, это или с юга, или через территорию Украины, опираться абсолютно невозможно. Вот точно так же, как мы видим, Сербия, казалось бы, да, тоже сочувствующее государство, и санкции не наложила на Российскую Федерацию. Но в конфликте по поводу Косово могут ли они рассчитывать на какую-либо реальную действенную помощь со стороны РФ? Ну, очевидно, что нет, в силу просто вот конфигурации географической. И в этой связи Сербия, соответственно, тоже, несмотря на риторику пророссийскую, она предпринимает меры для европейской интеграции. Да, через конфликты, да, через сложности определенная, но так или иначе физически ориентироваться на Россию сегодня, думаю, что смысла примерно ни для кого нет на европейском континенте. Пане Геннадію, ви упоминали про канцлера Германии Олафа Шольца, и я бы хотела продолжить немного эту тему, учитывая, что недавно он сделал заявление, которое возмутило украинцев, возмутило некоторых политических аналитиков, с которыми я также на эту тему общалась. Он сказал, что если Россия выведет свои войска с территории Украины, то есть шанс возобновления экономических, в том числе взаимоотношений, с нынешним руководством России. А, Вот как вы оцениваете такое заявление? Означает ли это то, что ряд лидеров Европейского Союза все еще, в принципе, видят в Путине договороспособную особу, с которой можно договориться о выводе российских войск с нашей территории и дальше продолжать общаться и торговать? Я оцениваю это как заявление для внутренней аудитории,
поскольку Германия тоже переживает не лучшие времена в экономическом плане, и некая надежда населению, она должна из уст политика озвучиваться всегда. Мы не можем себе представить, чтобы Путин, сохранившись при власти, не принял решение про вывод войск международно признанные границы Украины, в частности. Да. Поэтому думаю, что и Шольц не сильно в это верит. Если это будет, соответственно, милитарный способ оттеснения русских войск с территории Украины, мы понимаем, что переговоры в плане сотрудничества непосредственно с Путиным будут невозможны в силу того, что просто Путина не будет при власти, поскольку военное поражение такого масштаба будет означать окончание его эры. Поэтому я оцениваю это, я бы спокойно к этому отнесся, поскольку ситуация сугубо гипотетическая и в сегодняшних реалиях невозможна. Поэтому обещать невозможно всегда просто, тем более, когда нет никакого временного горизонта, когда можно это обещание проверить. Относительно переговоров, когда невозможны? Переговоры возможны в любой момент. Вопрос условий переговоров, вопрос позиции первоначальной. Если россияне сегодня говорят о том, что мы готовы говорить, но говорить исходя из ситуации на месте, ситуации фактической, то наша власть совершенно справедливо отвечает, что хорошо, мы подождем, когда ситуация на месте будет сопоставима с границами 91 года, и тогда сядем за стол. Поэтому сегодня позиции сторон, вот ровно вот изначальные договорные позиции, они не позволяют садиться за стол переговоров. Как только кто-нибудь, думаю, что и мы надеемся, что это будут россияне, осознают, что они понесли неприемлемый ущерб для своей территории, своего населения, своей армии, и будут готовы вернуться к тому, что у нас было до 2014 года, думаю, тогда наша власть с удовольствием предложение о переговорах примет и проведет их успешно. Мгм. А как вы думаете, что может Путина вынудить пойти на это? Или при Путине это нереально? Думаю, что вот это то, вокруг чего мы говорим с вами, неприемлемый ущерб. На сегодняшний день только это возможно. Не обязательно это поле боя, это может быть экономика, это может быть внутреннее социальное напряжение в России. Ну вот вокруг понятия неприемлемого ущерба и что они считают неприемлемым ущербом, как это будет преломляться в сознании россиян. Вот вокруг этого сегодня сложно четко сформулировать эти критерии, но логика войн, она всегда вот такова. Когда наносится неприемлемый ущерб, когда уже продолжать невозможно, тогда принимается решение про переговоры. А как вы думаете, вот те экономические санкции, которые сегодня введены против России, они могут дать этот эффект неприемлемого ущерба? Я бы сегодня на это, то есть санкции так или иначе влияют, безусловно, они душат экономику России, но санкции проистекают из западного мира. Это Северная Америка, Западная Европа, Австралия, Япония, Южная Корея, не более. Южная Америка, большая часть Африки, Азия, к сожалению, на сегодняшний день не присоединились по факту к санкциям. Если точно так же, как западноевропейские страны или Штаты санкции ввели бы Индия и Китай, то война была бы закончена уже. Точно так же, как государства Ближнего Востока, Эмираты, африканские государства, Саудовская Аравия, сегодня они не проявляют интереса к присоединению, к удушению России. И вот ровно в этом моменте они пытаются балансировать свою экономику. Поэтому мы можем только надеяться на то, что механизмы вторичных санкций американских, он реально заработает и будет распространен на, в частности, Индию и Китай прежде всего. Мгм. Пане Геннадию, и еще один важный вопрос, который хотела бы успеть с вами обсудить. Вот многие сейчас, когда обсуждают поражение России, которое уже неизбежно, в принципе, стратегически она уже проиграла, мы все это понимаем, но вот когда мы говорим про военное поражение, возвращение Украины к границам 91 года, многие задаются вопросом, а что дальше? Вот что ждет Россию? На этот вопрос многие отвечают следующим образом. Вероятнее всего, Россию ждет фрагментация. Как вы думаете, такое реально? Как это может произойти? И есть ли тому сегодня, по вашим наблюдениям, предпосылки? Это сложный вопрос, но и он уже стоял. Он стоял в 91 году, когда рушился Советский Союз. И, к примеру, вот в
Татарстане, да, были серьезные движения в сторону независимости. Но на пути этого всего стала позиция, во-первых, и американская, во-вторых, чисто геополитически ряд территорий, которые компактно населены людьми одной национальности, отличной от русских, они находятся как бы в теле, в середине, не имея доступа к морю, не имея границ с другими государствами. И поэтому в этом и в том случае Татарстан, он вынужден был стать субъектом Российской Федерации в силу того, что просто, ну, грубо говоря, логистически обеспечить независимость было невозможно, несмотря на то, что и ресурсно, и по человеческому капиталу они могли это делать. Поэтому, условно говоря, что там Ямало-Ненецкий автономный округ или Чукотка объявят независимость и смогут существовать самостоятельно в отрыве от европейской части РФ, в этом есть сомнение. То есть тут или она сохранится в рамках другой логики, другого политического режима, она, это имею в виду РФ, или это будет война всех против всех и такое дикое поле с противостоянием десятков территориальных образований. Мгм. Кто может быть первыми? Кто может первыми отколоться? Вы знаете, ну, в теории это кто угодно может, наверное, но традиции мы видим сегодня, вот если мы говорим про их политическую систему, то ее как явление до последнего времени не существовало. То есть не было голосов оппозиционных, если не брать во внимание там деятельность, например, Навального. Но говорить о ее эффективности тоже не приходится. Сегодня есть такие видные деятели, в кавычках, патриоты, как Пригожин, как Кадыров, как ряд других лиц, которые прямо позволяют себе критиковать, хоть пока не Путина, но уже военное руководство. Вот где-нибудь вот здесь вот можно искать не столько, наверное, сепаратистов, сколько людей, которые готовы будут в свое время произвести некое подобие дворцового переворота. Мгм. И по поводу будущего нашей страны. Вот после победы на чем мы должны больше всего сконцентрироваться? В каком направлении мы должны работать? Потому что многие говорят о том, что Украина вот будет в авангарде обезвреживания России, там создания международного трибунала, денуклеаризации России и ее демилитаризации. Ну, прежде всего мы должны сохранить после победы, ну, скажем так, холодный рассудок. В том смысле, что как можно меньше уделять внимание эмоциональным решениям и принимать их рационально с точки зрения экономики, с точки зрения развития. Вот украинская политическая система была всегда очень такой фрагментированной, очень плюральной, и очень редко возможность была политикам договариваться. И демонстрации, вот сегодня, например, да, мы видим, по сути, действует на протяжении всех военных действий военная коалиция, как ее называют, да, и абсолютно все силы парламента, начиная от Бойко, заканчивая слугами народа, действуют в унисон. Вот эту тенденцию еще и под хорошую программу очень бы хотелось сохранить, поскольку, выиграв войну, мы можем проиграть мир. Если начнутся, как мы любим, политические распри и противостояния уже в середине Украины за в том числе возможность ее отстройки. Да? Мы должны все-таки сформулировать для себя рациональную, то, что мы называем европейскую идею, где сильные институты, где мы не ставим на отдельных личностей, а ставим на все общество, на его самоорганизацию, на деятельность всех ветвей власти, так как это необходимо. Вот это, наверное, задача еще более сложна, чем победа на поле боя. Мгм. Дякую вам дуже, пане Геннадію. Чухсагулно, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Берегите себя. Геннадій Дубов, політичний аналітик, кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права, був гостем нашої студії. Залишайтесь першим кримсько-татарським у Корошкін'я.